Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В регионе работает группа по развитию родных языков народов Сибири и Дальнего Востока при экспертно-консультационном совете Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России «Сибирское соглашение по образованию и науке». С какими целями создана межрегиональная ассоциация? Как рабочая группа содействует развитию родных языков? Гостья студии Алла Кузнецова, директор научного центра РАО Тихоокеанского государственного университета. Алла Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Тихоокеанский госуниверситет вошел в число победителей отбора вузов Хабаровского края для участия в самой масштабной в истории России программе развития «Приоритет 2030». Она предполагает трансформацию привычной модели университета. Какие шаги по модернизации ведущего университета Дальневосточного федерального округа уже предприняты? Я один из разработчиков этой программы, с которой университет выступал и выиграл в этом конкурсном отборе. И я руковожу сейчас в рамках реализации программы развития университета стратегическим проектом. Вот я про свой проект расскажу, да, потому что их 4, много, и там 10 политик, и поэтому про всю программу тут коротко не расскажешь. Но вот мой проект, он про реализацию 3-й миссии университета, то есть университет как социально ответственный субъект. И наш проект называется «Университет как драйвер социально-культурной трансформации социально-культурной среды и повышения интеллектуального потенциала региона». Так же, как и Республика Саха-Якутия, у нас многонациональный регион, у нас большое движение людей. Поэтому нам важно, чтобы наше население было талантливее, сохранялось больше там талантов, чтобы быстро обновлялись компетенции, догоняла наша экономика мировые тенденции, чтобы нашим людям жилось так хорошо, чтобы они не хотели уезжать из нашего региона. Вот это общая задача. Поэтому у меня есть 4 направления. Мы вот сейчас разработали и внедряем программу, которая называется «Точка притяжения талантов». Начиная со школьников мы берем на себя ответственность, не только за тех, кто станет нашими студентами, наши студенты и плюс все население региона, до кого мы можем дотянуться, наш университет. Это первая программа. Потом мы сейчас подписали договор о реализации сетевой программы магистратуры управления образованием с Высшей школы экономики. И для нас это не просто образовательная программа, для нас это попытка снять образовательную модель, и мы эту программу реализуем как модельную. Новая программа мы будем делать по этой схеме, по этой модели, и мы внедряем управление программами. У нас появляются новые структуры, которые организуют работу. Если раньше была выпускающая кафедра, и она делает программу, сейчас мы выбираем лучших преподавателей с разных кафедр под одну задачу, и у нас программа отдельно управляется. Большое количество проектов связано как раз с той тематикой, ради которой вот я сюда прилетела. Это проблема сохранения и развития культуры коренных народов. Хабаровский край – это 145 национальностей, из них 8 коренных. И плюс сейчас вот эти большие миграционные процессы, ближнее зарубежье, понятно, Донбасс к нам приезжает. Поэтому очень серьезные проекты связаны. У нас есть создан ресурсный центр межкультурного взаимодействия. И вот наш университет берет на себя ответственность за решение таких задач. Много проектов, направленных на повышение вообще благополучия жизненного населения от жителей серебряного возраста до жителей, которые имеют там проблемы, ограничения по здоровью и так далее. То есть под это создаются и программы, и структуры, и лаборатории. В общем, много чего мы делаем. Ну вот вы являетесь директором научного центра Российской академии образования. Вы уже начали рассказывать, чем вы занимаетесь. Расскажите о работе вашего научного центра, какими перспективными проектами вы занимаетесь сегодня. Это я еще не начала про него рассказывать, потому что это другая моя должность, еще одна, да, и еще одно направление работы. Конечно, они тесно связаны. Например, для программы «Точка притяжения талантов» мы провели большое исследование человеческого потенциала Дальнего Востока с точки зрения одаренности, потому что человеческий потенциал часто измеряется
и уровень образования, и благосостояние и так далее. Вот с точки зрения одаренности таких исследований вот мы специально не видели. И нам было важно обнаружить, важно и тревожно обнаружить, что, оказывается, с точки зрения одаренности у нас, ну, мы не говорим так, что у нас меньше одаренных детей и молодежи. У нас их меньше выявляют. То есть у нас недостаточно еще возможностей на Дальнем Востоке создано для того, чтобы у нас больше талантливых людей, детей получили возможность реализации, демонстрации своих достижений. Вот такое исследование мы провели. И сейчас мы как раз вот создаем программу, которая позволит начать решать эту проблему. Потому что мы пока по уровню выявления одаренных детей и молодежи с 7 до 35 лет среди всех федеральных округов занимаем предпоследнее место Дальний Восток. Есть над чем нам работать. Вот научный центр наш будет этим заниматься. Кроме того, мы занимаемся, мы вообще себя хотим позиционировать и делаем это как субъекты образовательной политики. То есть университет – это ресурс экспертно-аналитических разработок и исследовательских разработок, которые должны улучшить качество, доказательность, что ли, политики, улучшить наукоемкость решений, принимаемых нашими политиками, нашими управленцами. Поэтому вот большую работу мы ведем в области разработок по улучшению кадрового потенциала в системе образования. И мы не только на свой регион работаем, нас приглашали с экспертными разработками. Наш центр был в Приморье, вот только закончили экспертную работу в Курской области. То есть у нас такая большая исследовательская работа ведется. Все-таки вернемся к цели вашего визита. Завтра пройдет сессия рабочей группы по родным языкам народов Сибири и Дальнего Востока при экспертно-консультационном совете Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по образованию и науке. Какие вопросы являются для вас наиболее актуальными? Ну, наверное, те же самые, из-за чего все прилетели, из-за этого и я сюда прилетела, потому что мы должны все время сверять часы, обмениваться опытом, какими способами, инструментами, как мы пользуемся, выстраивая политику, языковую и культурную политику, направленную вот на сохранение языка и культуры народов. При этом, ну, например, понятно, что все чаще всего связано с образованием, прежде всего, начинается с образования. У образования всегда такие стратегические задачи. И мы понимаем, что если мы видим только возможности уроков, то есть давайте больше проводить уроков, давайте больше часов на родные языки. Мы понимаем, язык – это то, что должно жить, функционировать, творить, и только тогда он сохраняется, развивается. Его недостаточно просто изучать. И поэтому вот мне очень интересно обсудить вопрос как раз создания среды, в которой мы обеспечим жизнь и развитие языка как инструмента коммуникации, как инструмента социального волонтерства, например, как инструмента творчества. Если для меня язык не является ресурсом, он мне не нужен. И поэтому, вот, мне кажется, вот это направление нам стоит обсудить на нашей встрече. Кроме того, тогда получается, все равно школа здесь центральное ядро, центральная позиция, центральный игрок. И тогда учитель родного языка, он уже больше, чем учитель. Он, если не только уроки, тогда мы понимаем, что у него функционал какой-то другой. И вот существует, например, атлас новых профессий. Да? И мне кажется, что в этом атласе должна появиться какая-то профессия, которая отражает вот этот набор компетенций. Это не только уроки, это исследование, это проектирование, это социальная коммуникация, это волонтерство, языковое вот, творчество. Сегодня в национальных школах любой педагог фактически становится учителем родного языка. И не только педагог. И вот, мне кажется, есть в эту сторону возможность нам подумать. Вот вы как раз заговорили о подготовке кадров. Сейчас наиболее остро ставится вопрос о подготовке кадров высшей квалификации. Каково ваше видение, что нужно предпринять в первую очередь? Кадры высшей квалификации, да, это ученые, это кандидаты и доктора наук. И мы понимаем, что в связи с последние десятилетия, наверное, да, даже немножко больше,
Очень изменилась структура подготовки научных кадров, возможности их защиты, получения ученых степеней. С одной стороны, это совершенно справедливо, то есть для повышения качества нужно было создать барьер таким исследованием мелкотравчатым, преодолеть мелкотемье, сориентировать людей на решение тех проблем, которые реально сегодня нужны. Например, мы понимаем, что нам нужна цифровая дидактика, мы живем в эпоху цифровизации, очень много вокруг этого возникает совершенно новых сюжетов, новых проблем, мы решаем новые задачи. Исследований на эту тему совершенно мало, то есть новой дидактики нет, она не сформировалась. И нужны такие исследователи. Нет достаточного количества исследований современного детства. Детство поменялось. Все говорят там про поколение Z, про какое-то еще новое поколение, там очередные генерации. Да? Вот. Но это околонаучная теория. Если научные исследования на эту тему, оказывается, их очень мало, недостаточно. Единственное, что ученые доказали, что поколение Z – это такая слишком обобщенная метафора, которую нельзя использовать в реальной практической деятельности, как научную основу нашей работы. Но и так далее, да, то есть можно многое перечислять тем направлений, точнее исследований, которые сегодня нуждаются в серьезных умах и головах и руках молодых исследователей. И получается, нам нужно привлечь людей, которые могут заниматься наукой, сделать так, чтобы они захотели заниматься наукой, потому что все-таки путь в науке – это не просто однажды защитился, это достаточно такой путь, усеянный терниями и не всегда хорошо вознаграждаемый. Да? Вот. А без подготовки таких кадров мы не можем ни на должный уровень поднять качество образования, вообще в принципе даже общего. Мы не можем составлять, мы выпадаем из мирового научного пространства, международного протокола исследований и так далее. И я думаю, что вот наша программа, которую мы назвали «Точка притяжения талантов», когда мы понимаем, что вот эту университетскую культуру мышления нужно начинать формировать до поступления в университет. Мы сегодня сталкиваемся с тем, что вот в Тюмени, например, придумали программу, называется, она там как-то серьезно называется, но условно ее называют «Реабилитация после ЕГЭ». То есть дети поступают на первый курс, они с хорошими баллами поступили, но не думать не умеют. Они воспроизводят хорошо, а думать, мыслить не умеют. Последние 2 года они учили наизусть все. И поэтому, если мы хотим, чтобы люди пошли в науку и смогли в ней достойно себя проявить, у нас же проблема-то была, что они не могли закончить защиту и аспирантуру. Нам нужно начинать их готовить рано. Это вот первая задача. Ну, потом все остальное, и советы открывать, и все остальное. Алла Геннадьевна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успешной дальнейшей работы. Ну и как будете в Якутске, приходите к нам в гости, еще пообщаемся. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.